Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Вестник профсоюза образования». Мы расскажем вам о деятельности профсоюза работников образования и ответим на все ваши вопросы. Смотрите сегодня в выпуске. В стенах Дома профсоюзов чествовали ветераны Великой Отечественной войны. Мастер-класс для будущих учителей. Открытый урок в гимназии для студентов педагогического колледжа. Конкурсные испытания завершены. Заключительный этап конкурса – лучший профсоюзный комитет и профсоюзный лидер. Праздник уже прошел, но так как май еще не завершился, позволим себе вспомнить, как чествовали ветеранов Великой Отечественной войны в Грозном. В профсоюзе к этому делу подошли основательно. Были проведены встречи, организована выставка, выпустили журнал. Но обо всем по порядку в следующем сюжете. Красную ленту перерезали в Доме профсоюзов. В начале мая здесь состоялась презентация фотовыставки и сборника, посвященных педагогам, участникам Великой Отечественной. В холле выставили фотографии с краткой информацией о педагогах, которые участвовали в войне с фашистами. К сожалению, это только те, о ком сумели собрать информацию. В дальнейшем профсоюз обещает пополнять энциклопедию. По словам Хизира Герзелиева, сборник был создан в результате кропотливой работы профактивистов в течение нескольких месяцев. Вот здесь 40 фотографий на этой выставке. Мы считаем, что это далеко недостаточно. Наверное, у нас найдутся сейчас в ходе нашей дальнейшей работы еще учителя, участники войны. Вот, мы переиздадим обязательно книгу. Вот вы сегодня увидите и книгу мы издали об участниках Великой Отечественной. Их было трудно найти. Об одних не было нигде указано, что они работали до войны учителями. Другие сами из скромности не рассказывали в школе, что были участниками войны. Но все же удалось собрать воедино материал на 40 учителей, участников Отечественной войны. Здесь только 40 учителей, которых нам удалось найти за такой короткий период. И мы сделали вот такой своего рода альманах, журнал, как угодно. И здесь немножко таких автобиографические их данные, которые нам удалось найти на сегодняшний день. Среди них хочется отметить, что есть герой Советского Союза, один герой Советского Союза и 39 учителей активно участвуют. Среди них и защитники Брестской крепости, Курской дуги завоеватели. Ну, всевозможные в боях участвовали наши учителя, поэтому вот в короткой информации, которую мы даем в буклете, мы хотели о них как можем рассказать и как нам удалось вот на ваш суд теперь этот буклет. После просмотра фотовыставки и буклета для ветеранов и гостей были накрыты праздничные столы, звучали патриотические песни и стихи в исполнении детей и взрослых. Мероприятия, которые разработаны осуществляются этим комитетом, пробуждают у нынешних поколений благодарные памяти к своим предкам, которые навсегда унесли вклад в историю страны, память народа своими героическими ратными трудовыми подвигами. Мы считаем о том, что долг наших нынешних и будущих поколений на веки веков сохранить память о тех, кто героически сражался оружием в руках, самоотверженно трудился в тылу, строил, укреплял великую державу. Выступая перед ветеранами, председатель Совета профсоюзов Хусейн Саудгереев выразил благодарность им за их мужество и отвагу, проявленные на фронтах Великой Отечественной, благодаря которым у нас всех сегодня есть возможность жить в мирной и процветающей стране. دقة بولش عشان تعدل شيء داخل دنيا عشان دير الحقائق العبارة شيء صارنا حق دوشتلو ما خادوش ويغالنا город воинской славы حي شوطها إذا ومصير دقة تزدد
и темш бенчери امتع بولشان غدش صح أحيك شيري سير إحنا هو نقطة شو مثلا خلت صعشة رسي بتش حلقنا شو بلغل دزو القيسون دزو القيسون. В конце мероприятия ветеранам войны, ветеранам труда и профсоюза, а также молодым педагогам были вручены цветы и конверты с деньгами. От праздничной даты не остались в стороне студенческий совет и совет молодых педагогов. Они решили подойти к делу более современно, организовали уличную акцию по раздаче георгиевских ленточек и журналов с информацией об учителях, воевавших в Великую Отечественную войну. Наша задача каждому из встреченных отдать буклет и ленточку и объяснить, что этот буклет посвящен именно учителям, воевавшим в годы Великой Отечественной войны. Я думаю, что задача ясна и что мы с ней обязательно справимся. Маршрут акции был начат у центральной мечети сердца Чечни и продолжился по проспекту Путина до памятника Дружбы народов и Дома печати. Жители столицы с благодарностью принимали символические подарки и выражали благодарность организаторам мероприятия. Впечатляющее тоже мероприятие. Это издание мне понравилось. Даже я порой и мечтал об этом, чтобы иметь своих героев и знать их в лицо. Хотя их нету, но мы будем знать их. По словам председателя студенческого совета Адама Висаитова, акция является данью памяти ветеранам-учителям, которые не только мужественно сражались на фронтах, но и после ее окончания продолжили мирный труд, обучая последующие поколения знаниям, добру и патриотизму. Сегодня на улице Грозного вышли студенты среднего профессионального образования нашей республики. И сегодня мы раздаем буклеты, на которых ветеран-учителя Великой Отечественной войны, чтобы наши жители республики знали, что эти люди защищали нашу Родину, и не только защищали нашу Родину, но и учили наших детей, наше поколение патриотизму. Суть проводимых мероприятий состоит в том, чтобы молодые знали и помнили, что произошло 70 лет назад. Представители старшего поколения помнят и никогда не забудут. Но если они не будут напоминать младшим, то через какое-то время ценности могут переиначить, и то, что свято сейчас, запросто могут очернить в будущем. Как ни прискорбно об этом говорить, но каждый год праздник встречают все меньше ветеранов. Все же каждый год по традиции в школах республики проходят встречи с участниками войны. Вот и в этом году профсоюз образования, а именно представители Ленинского района, организовали встречу с детьми. Этот праздник, который подарил нам будущее. Поэтому мы сегодня с вами будем чествовать нашего дорогого ветерана, который присутствует на нашем мероприятии. Я хочу дать слово нашим детям. Ребята, вам слово. В основе теории лежит практика. Это знают все, ведь теоретические выводы делаются, исходя из каких-либо практических действий. Вот и студенты педагогического колледжа решили попрактиковаться в своем ремесле. Смотрим сюжет. Сотрудники аппарата профсоюза образования совместно с Республиканским студенческим советом организовали для учащихся Грузинского педагогического колледжа открытые уроки и мастер-классы гимназии номер 1 имени Ахмата Кадырова. Студентов разделили на 3 группы, каждая из которых присутствовала на 3 уроках начальных классов – математики, чеченского языка и окружающего мира. Будущие педагоги смогли увидеть универсальные методы обучения детей, использование интерактивных технологий, проведение исследовательской работы, то есть преподавание уроков по новым образовательным стандартам, а также по развивающей системе Леонида Занкова. С этого мы с вами и начнем. Итак, местоположение нашего государства. Что мы можем о нем сказать? На каком материке она, ребята, расположена? Альберт? Евразия, да? А какие части света занимает наше государство? Пожалуйста, Изнор. Европа и Азия. То есть 2 части света. Европа и Азия, правильно?
Роза Хусейновна вот уже 8 лет работает именно по этой системе. К ней не раз обращались за знаниями студенты. Открытый урок для ее класса – обычное дело. Та акция, которую сегодня проводил Республиканский профсоюз, она, конечно, была немного неожиданна для нас. Но, с другой стороны, это было приятно, потому что к нам в гости сегодня пришли студентки педагогического колледжа. Это будущие наши учителя, это будущая наша смена. И я думаю, что сегодня, посетив уроки, не только мой урок они посетили, были и на других уроках у других учителей, наверное, много чего они для себя вынесли. А самое главное, я очень надеюсь, что они все-таки придут в школу. Потому что мы знаем, к сожалению, много таких примеров, когда у нас выпускаются студенты вузов наших педагогических, но в школу почему-то не идут. Кто-то боится, кого-то зарплата не устраивает маленькая. Но хотелось бы, чтобы они понимали то, что пройдет совсем не так много времени, и если они не займут наши места, то их детей, их внуков учить будет некому. По словам председателя студенческого совета Адама Висаитова, мастер-класс был организован с целью повысить педагогическую грамотность студентов, сформировать их профессиональные навыки. Сегодняшние студенты – будущие учителя, которым предстоит воспитывать подрастающее поколение. И поэтому важно было показать им достоинства и преимущества их будущей профессии. Открытый урок не редкость гимназии. Здесь часто делятся опытом с будущими учителями. Это очень важно, когда в рамках вот какого-то такого педагогического коллектива, который гимназия номер 1 имени Ахмад Хаджи Кадырова, когда есть очень опытные учителя, но тем не менее все равно нам нужен приток новых молодых учителей. Новые стандарты, когда уже все-таки педагогам тяжело перестраиваться, а вот молодежь, которая только выпускается, вот им и карты в руки. Поэтому мы сегодня не только мы бы не сказали, что прям в такие классы они посещали, прям именитых. Нет, они могли зайти в любой класс, к любому учителю, могли посмотреть как на учеников, так и на учителей, посмотреть, поделиться, ну скажем так, хотя бы сделать попытки, первые шаги, перенять опыт, потому что завтра, послезавтра это будет все в их руках. Учителя первой городской гимназии мастерски продемонстрировали студентам свои навыки обучения по новым стандартам. На интересующие вопросы будущих педагогов были даны исчерпывающие ответы. Нам очень понравилось. Мы много полезного извлекли из этих уроков, поделилась своими впечатлениями Хава Гавдаева, студентка 4-го курса. Мне урок очень понравился. Дети активно отвечали. Хотелось бы, чтобы почаще нас сюда приглашали на такие мероприятия. Для нас это в будущем пригодится. Хорошая практика. Дети нам подарили вот такие сердечки. Спасибо им. Главное для студентов на практике – это научиться планировать, проводить и анализировать различные виды учебных и внеурочных занятий, использовать наиболее эффективные методы обучения, воспитания и развития, приобрести начальный опыт ведения научно-методической работы, опыт на экспериментальных форм педагогической деятельности, ознакомиться с опытом учителей, опробовать наиболее эффективные из применяемых ими приемов и методов обучения, получить навыки индивидуальной работы с учащимися и их родителями. Процесс профессионального становления студентов будущих учителей в педагогических учебных заведениях немыслим без учебной педагогической практики. Педагогике невозможно научить книгами. Защита прав членов профсоюза, юридическая консультация – это работа правозащитного отдела. Давайте посмотрим, с какими вопросами к ним обращаются работники образования. Юристы ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. В начале учебного года всех учителей школы попросили написать заявление об увольнении без проставления даты, пояснив, что это простая формальность, никто никого увольнять не собирается. Но впоследствии это стало рычагом для давления на учителей. Директор все чаще напоминает, что стоит ему проставить дату и свою подпись, и мы вмиг окажемся безработными. Насколько реальны эти угрозы и что можно сделать в данной ситуации? Требование о написании такого заявления незаконно. Допускать такое заявление, написание такого заявления нельзя. Это во-первых. Во-вторых, увольнение по собственному желанию, оно на то и по собственному, что никто не имеет права вас заставлять. Впоследствии работодатель при наличии такого заявления может проставить любую дату в этом заявлении и уволить вас, якобы по собственному желанию, в любое для него удобное время. Чтобы в дальнейшем оспорить дату и сам факт вашего увольнения, вам придется обращаться в разные инстанции, в прокуратуру, в трудовую инспекцию, возможно, даже в суд, чтобы доказать, что
написанное вами заявление и проставленная дата, это происходило в разное время, то есть посредством технической экспертизы придется доказывать. Чем больше времени прошло с момента написания самого заявления и проставления в нем даты, тем больше шансов подтвердить, что этот факт был не единовременно. Я работаю учителем в школе более 30 лет. Нужно ли мне иметь справку об отсутствии судимости? По словам директора, отсутствие такой справки грозит мне штрафом. Так ли это? В соответствии со статьей 351 Трудового кодекса Российской Федерации к трудовой деятельности в образовательном учреждении не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления. Следовательно, справки об отсутствии судимости, независимо от стажа вашей работы, необходимо иметь всем работникам в образовательном учреждении. За отсутствие данной справки административный штраф налагается не на работника, а на руководителя образовательного учреждения. Мои уроки заканчиваются в 14:00, но, несмотря на это, директор обязывает меня и других учителей находиться в школе до 17:00. Обязан ли учитель весь день находиться в школе вне зависимости от расписания уроков? В соответствии с положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений, которое утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 27 марта 2006 года за номером 69, выполнение педагогической работы учителем обусловлено наличием установленного норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой, и короткими перерывами между ними, то есть переменами. А другая часть педработы, требующая затрат рабочего времени, может производиться по своему усмотрению и в соответствии с планом работы школы. Следовательно, если ваши уроки заканчиваются в 14:00, к примеру, и общешкольные мероприятия, допустим, в этот день больше не предусмотрены, учитель не должен находиться в школе до 17:00. Ваше отсутствие в это время не будет нарушением трудовой дисциплины и правовых последствий не несет. Если у вас также появились вопросы, можете написать письмо профсоюзу. Адрес вы видите на экране. В профсоюзе работников образования большое внимание уделяют конкурсам. Оно и понятно, соревнования всегда мотивируют, совершенствуют мастерство. Лучший профсоюзный комитет и профсоюзный лидер. Так называется конкурс, который стартовал в конце мая. Как говорят организаторы, конкурс проводится с целью укрепления организационного единства и активизации деятельности профсоюзных комитетов, выявления творчески работающих правкомов, их поддержки, поощрения, а также для изучения и распространения опыта лучших из них. Участие приняли профсоюзные комитеты из 12 районов республики. Соревнование проходило в 2 этапа. На первом участники представили портрет правкома, в котором дали жюри первое представление о команде, продемонстрировав умения и навыки организации публичных выступлений с целью презентации профсоюзного комитета и его деятельности. Второе задание заключалось в представлении профсоюзного проекта, в котором раскрывается инновационный потенциал и проектная культура соискателей, то есть в их умении видеть проблемы, находить оптимальные пути их решения и достигать поставленных целей. В нашем профсоюзном комитете, вы знаете, наша профсоюзная организация, главный девиз: в единстве наша сила, жить для людей и ради людей. Поэтому участие в профсоюзном конкурсе, участвуя в этом профсоюзном конкурсе, мы покажем, насколько мы умеем трудиться для людей и ради людей. Мне всю жизнь, я ваш председатель уже 10 лет несменный, мне всю жизнь нравятся слова Маяковского. Я вам приведу их сегодня. Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Это значит, это необходимо, чтобы над нами горела хоть одна звезда. И третье задание называется «Разрешение конфликтных ситуаций». В нем конкурсантам предстоит продемонстрировать знания действующего законодательства для разрешения конфликтных ситуаций. Награждение победителей, финалистов и участников конкурса «Лучший профсоюзный комитет и профсоюзный лидер» состоится только в июне. Это все, что мы успели вам рассказать. За кадром осталось еще много интересного, но у вас есть шанс увидеть все на сайте ressовет.ру. В следующем выпуске программы «Вестник профсоюза образования» смотрите сюжет о межрегиональной конференции с участием руководителей делегатов территориальных организаций Южного федерального округа и Общероссийского профсоюза образования. Не пропустите. До новых встреч. Аликеуш.